Имеется в виду предпоследний казанский шах Али, трижды побывавший на троне в 1519, 1521, 1546, 1551, 1552. Получается, шах Али 1552, последний, все, где захват Казани было. По всей видимости, имеется в виду Шибанид Ахмед Гирей, правивший в Башкирии 1546-1558 в качестве наместника Ногайской Орды. Так, в тексте, возможно, и не мните, что того не быть. Это было примечание. Так, идем дальше. Данное письмо доставил в Казань татарский мурза Кулбарыс Бегинин, да, блин. А ему передал его Кучум-Батыр. Отсюда становится ясным, кому адресовать столь красноречивые и грозные послания. Каракалпакский Каиб Султан Тубурчаков, объявивший себя Каиб Мухаммад Бахадурханом, с подачи Алдар-Батыра и других лидеров повстанцев, угрожал Кучум-Батыру и его сторонникам, примирившимся с правительством посмертными муками за сотрудничество с неверными кафирами, и призывал их немедленно покориться мусульманскому царю Хаджихану. Далее звучал уже призыв к неверным, то есть к русскому населению. Им предлагалось принимать ислам, а в случае отказа они должны были либо покинуть мусульманскую юрту, Уфу и Казань, либо платить джизью. Слышали, да? Получается, когда Иван Грозный, получается, крестил всех, он убивал. А здесь говорится, либо платить джизью. Никто не говорит, что их убивали. Не принимаешь ислам, никто не говорил, что убивают. А интерпретация сейчас, которая, блядь, всливает нахуй в ухо, блядь, в Петросии, что мы, оказывается, убийцы, блядь. Мусульмане убийцы. Неверные, значит, резать надо. Кто вам это сказал, блядь? Придурки ебаные, блядь. Вы себе, блядь, на уме, блядь, уёбки. Читайте правильную историю. Читайте правильные, нахуй, книги, блядь, нахуй. Если уж любите читать, блядь. Хрень несете, блядь. Вон, блядь, вам история говорит о том, что, блядь, нахуй. Вам только дань. Везде это любой дурак знает, блядь. Истинный мусульманин никогда, нахуй, другого человека, блядь, не говорит убивать, блядь. Когда я вам говорю, блядь, мочить или там убивать кого-то, нахуй, узкожопых, нахуй, это я говорю, блядь, в таком флаконе, то что, блядь, нахуй, которые, блядь, нахуй, пройдут против нас, блядь. Против нас, а не против того, что, блядь, нахуй, вера, там, невера, блядь, ты бусурман, там, неверующий крестоносец, мусульман, как-то похуй, блядь, чурка, не чурка, блядь. Вы что-то в этом роде, если вы хуйней маетесь, блядь, вот за это вы будете пизды получать, нахуй. А если, нахуй, вы, блядь, признаете, блядь, независимость Башкортостана, Татарстана, нахуй вы нам нужны, блядь. Нахрена нам, блядь, лишние могилы, блядь. Это Путину, блядь, могилы не жалко, блядь. У него дохуя крестов, блядь. Напихает вам, блядь, крестов, блядь. Ну, салют ему, нахуй. Крестов и так далее. Так что либо платить джизью, кстати, вот останусь здесь еще. Что-то платить мы вас не будем заставлять, не ссыте, узкожопые, которые в Башкортостане, в Татарстане останется жить, платить вы ничего не будете. Только будет оплата какая? Учить язык, я 1000 раз буду это повторяться вам, постоянно в каждом стриме я вам это говорю. Учить язык, а до этого у вас будет только вот на днях придумал Айсвайс. Будет у вас Айсвайс, нахуй, как в Германии. Айсвайс, это не будет у вас оригинальный документ Башкортостана, Татарстана, а будет Айсвайс. Ну да, будет ваш еще, блядь, этот красный жопой паспорт у вас будет еще, блядь, нахуй. Вы его будете держать, блядь. И будет Айсвайс Башкортостана и Татарстана. Вот когда ты выучите, я говорю, блядь, вы все выучите язык, как узбеки, кыргызы, таджики, пойдете в школу, выучите Башкортостан, Татар, сдадите экзамен, вот только тогда получите, получается, паспорт Башкортостана и Татарстана. А до этого вы будете изгоями, нахуй. Вот так вы будете, понимаете? Вот мы вас будем так делать. Почему? Это конкретная месть, нахуй. Месть тому, что вы, пидоры, моим узбекам заставляете учить, нахуй, этот узкий язык, нахуй, блядь, сдавать экзамены, какие-то патенты и импотенты, нахуй, блядь, затрахали, блядь, людей, блядь, которые просто вам приехали, сука, помогать, нахуй, мести вам дворы, нахуй, блядь, московские, блядь, а вы гниды, нахуй, их заставляете учить свой узкожопый язык, блядь, им нахуй нужно, у них есть свое государство, свой язык, блядь, оригинальный, который им дал Аллах, а вы заставляете учить другой язык. Вот я здесь живу, меня никто не заставляет, никто. Хочешь учи, хочешь не учи. Если не учишь, нахуй, значит тупой ты. Все, вот примерно такое отношение здесь. А вы заставляете учить, блядь. Кто вы, сука, учить, заставлять нам, блядь, ваш язык, ублюдки, нахуй. Вот поэтому, нахуй, в Башкортостане и в Татарстане я только так буду отрываться над вами, нахуй. Только так, нахуй. Я вам буду каждую, сука, путиносовскую всю эту систему вам припоминать, нахуй. Припоминать, нахуй, каждый раз, блядь. Не будет доходить вам, нахуй. Будем доводить вам, нахуй, так скажем, нахуй, каким-то санкциям, нахуй, каким-то, я не знаю, блядь, методами будем вам доводить это, чтобы вам доходило это, чтобы вы, блядь, не охуевали там, блядь. Надеюсь, донес до вас. Так. Получается, либо покинуть мусульманские юрты, Уфу и Казань, либо платить джизью. Понимаете, как было раньше? Получается, вам надо Себастьяну сделать из Башкортостана с Татарстаном, или будете платить, нахуй, ясак какой-нибудь. Дань, да, типа, налог, блядь. Но мы налогообложением не будем издеваться над вами уж, блядь, это древний мир, нахуй, сейчас мы в 21 веке живем. Так что ваша задача выучить, нахуй, не выучили, нахуй, вон, ходите с айсвайсом, нахуй, вот и все. А с айсвайсом, само собой, вас, как говорится, в путевые работы никто не будет брать. Будете ходить чернорабочими. Вот примерно так. Как говорится, вон, дрова колоть, нахуй, туда и сюда хуйней маяться будете. Так что вот так. Идем дальше. При непринятии этих условий им предлагалось избрать место для битвы и сразиться, вручив себя судьбе. О, видите, как было, оказывается, блядь. Если даже и это они не принимали, все, пизда, нахуй. Пушкинский метод, нахуй. Таким образом, в манифесте излагалась программа восстановления мусульманского ханства Урала-Поволжья, включавшая в себя нормы шариатского права, вооруженный джихад против кафиров и мунафиков, а также джизью, и взимавшийся с покорившихся исламскому правлению и наверного населения. Вот, понимаете, как раньше было? Получается, захват земель и заставление платить, получается, какой-то нахуй налог, блядь. А вот эта же хуйня сейчас в 21 веке производится от нас. Вы сейчас наглую, вот эти же, блядь, нахуй, как будто бы налоги, пиздите нахуй со всего Башкортостана с Татарстаном и ничего не оставляете. А здесь был у них шариатский способ, где есть норма в шариате. В шариате норма — это не спиздеть по процентам, где-то изымается, блядь, не спиздеть, блядь, не могу сказать. Вроде бы, то ли нахуй, короче, где-то, блядь, от 5% до, не спиздеть, до, сука, до 20%, блядь, может, только можно брать, блядь. Вот примерно так, блядь.
Понимаете? Вот не спиздеть, я не знаю. Короче говоря, а вы, узкожопые, какой процент берете из Башкортостана? 99,9,9 нахуй, блядь. Вы берете из Башкортостана и из Татарстана, блядь. Триллионами нахуй вывозится бабло, блядь. Кто здесь нахуй живет правильно, а? И еще они, блядь, мы православные, блядь, нахуй. Да вы гондоны, блядь. Гондоны, блядь. Какие вы нахуй православные, если вы гниды нахуй, гнобите нахуй весь народ, блядь, а? У вас нет совести, ничего нету, все, вы гниды нахуй, вы гнилье ебаные, которые нахуй, блядь, нам не интересно вообще, блядь. Сучары, блядь. Поэтому наша задача искоренить вас нахуй с наших земель, блядь. С Башкортостана, с Татарстана. Нахуй нам вы не нужны, блядь. Ненасытные мрази. Вам на Луну нахуй, вон, Илон Маск вас пусть на Луну отправит, сука. Живите там, сука. Вся Луна ваша пусть будет, нахуй. Вся. Далим нахуй вам, блядь. Сука, чтобы глаза не видеть вас. Узкожопых. Так. Итак, власти отнеслись к этому документу со всей серьезностью, понимая опасность заложенных в ней идей. Ультимативность, заявление апеллированного к религиозным чувствам ставило башки перед трудным выбором. Признать власть мусульманского царя или оставаться во власти неверных. Вот. Видите, прям эта хуйня прям, сейчас она прям котируется, блядь. В наше время оно котируется. Получается, сейчас не ислам они выбрали, наши эти, блядь, манхурты ебаные, нахуй, Башкортостан, Татарстан, этот хуй Хабиров особенно, ходит он, блядь, в церковь, блядь, церквян, блядь, Армен Хокона, блядь. Именно выбрали сейчас неверный путь, блядь. Башкортостан и Татарстан сейчас неверно пути, блядь. Джахили они сейчас. Настоящие, блядь, нахуй. Как говорится, предали ислам, блядь. Вот в чем причина, блядь, вот этих всех поеботин. Поэтому мы должны, как говорится, искоренить своих же тоже, которые, нахуй, сейчас как джахили, нахуй, себя ведут, блядь. И тем самым, блядь, оставить только тех, которые будут покорны Аллаху. И, само собой, на нашем пути будут идти по уничтожению Москвы. Если нет таких, нахуй, все, кисербашка, нахуй, блядь. Не нужны они нам, нахуй, блядь. Лишние, блядь, арян помахла, блядь, нахуй. Куцебрейла, блядь. Так. Я нахуй опять остановился. Окей. Ответным ходом властей в развернувшейся информационной войне стало письмо, написанное Кучум Батыром от имени населения всех 4 дорог Башкирии с целью обличения Алдара по Ику реке от Кусюма Батыря, Казанской дороги, от Уразая, Осинской дороги, от Кармана, да от Имая, Сибирской дороги, от Земметя, и от всех башкирцев, и от мещеряков, и от чуваш, и от ватяков, и от черемесы, и от новокрещенных, и от всех властей. Ты, Алдар, всеми ордами мутишь, и худого своего дела не откидываешь, и делаешь худо, а нас здесь в огонь жжешь, и хочешь ненадобными словами и делами весь мир разорить, и а нам слышно, что будто ты из чужой орды привез хана, и на нас не пеняйте, прежде всего также же разорители пропали, и ты также пропадешь вовсе. Дай Боже нашему великому государю, царю и великому князю Петру Алексеевичу, Питеру, блядь, и сыну его благородного царевичу Алексею Петровичу, нахуй, на многие лета здравствовать. Далее Кучум Батыр и его сторонники обращались к самим ханам. Те ханы и салтаны в своих землях живите, а нам их не надобно, а мы им салтанам и ханам без боев противных живи никогда. Теперь остановимся здесь. Выходит новая мысль у меня. Короче, знаете, почему? Что происходило? Сори. Вот этот казахский хан был, под ним вот эти были каракалпаки. Вот эти кучумы какие-то, блин. Исход какой? Сверху сказали, а мелкий вот этот, блядь, так скажем, блядь, областной, конечно, скажет нет тоже. И в итоге этот хуй, кучум этот, блядь, в начале книги мы читали, все нормально, чики-пики, да, думали. И вот уже в середину книгу доходим, оказывается, блядь, тоже манхут какой-то, блядь. Понимаете? Кучум, нахуй, получается, сливает, блядь, Алдар Батыра, блядь. Потому что, блядь, ему не нужна, нахуй, не вась-вась-вась, блядь, нахуй, с Москвой. Потому что сверху там стоит казахский хан, который сказал, я не хочу, как турк Эрдоган сейчас говорит, блядь, я не хочу терять стул, нахуй, с колом, нахуй, в жопе, блядь, московский, блядь. И на американском хуе буду сидеть, и на московском хуе будет сидеть. А вот этот, так скажем, блядь, Кучум, и тот казахский хан, и Эрдоган, нахуй, в данный момент, блядь. И еще крымские ханы в прошлом, блядь, всякие гиреи, хуеи, блядь. В итоге, нахуй, все кинули башкортов. Понимаете смысл? Вот вам история. А сейчас мы хотим перевернуть историю, блядь. Создавая какой-то сраный Туран, блядь. Нахуй нужен, блядь. Нахуй Туран нам нужен, блядь. Все, блядь, со своими самотыками. Вы сперва самотык вытащите из своей жопы, нахуй. А потом можем поговорить. Понимаете? У меня нету в заднице самотыка чего-то. Узкожопых. Понимаете, да, смысл, к чему я намекаю? Узкожопого самотыка у меня нету. Я не эрдоганская прошмандовка, нахуй. А если кто-то хочет быть эрдогановской прошмандовкой, будьте. История вам показывает, кем были вы. И кем становитесь. И кем вы можете стать, нахуй. Понимаете смысл какой? Один хуй, блядь, историю не изменить, блядь. А она происходит сейчас, блядь, через 300 лет, нахуй. Пидоры в жопе, нахуй, с колом, нахуй, блядь, узкожопых. Когда так Петр, нахуй, засадил, нахуй, вас, блядь, кол, нахуй. До сих пор с этим колом, не вытащив, ходите, нахуй, блядь. Какой-то кощавый а? Надеюсь, объяснил вам. Идем дальше. Где я остановился, блядь? Короче, и делами весь мир разорить, а нам слышно, что будто ты из чужой орды привез хана, и на нас не пеняйте. Прежде всего, такие же разорители пропали, и ты также пропадешь вовсе. Дай Боже нашему великому государю, царю, великому князю, Петру Алексеевичу и сыну его было... это читал я. Далее Кучум Батыр и его сторонники обращались к самим ханам. Те ханы и салтаны в своих землях живите, а нам их не надобно. А мы им, салтанам и ханам, без боев противных, живы никогда. Ебанутый русский язык, блядь. Сам пока не понимаю, сейчас поймем. Давайте вот примечание почитаем. Джизья. Подушная подать с иноверцев, взимаемая, как выкуп за сохранение жизни. Ну типа какая-то взятка, типа. Джизья. Второе. Кахарман. Знатный башкир и глава Уранской волости, Осинской дороги, чье имя носит село Карманово, нынешнего Янаульского района, Янаул района, окей, Янаульского района, Республика Башкортостан и Кармановская ГРЭС. Янаул, это как раз это все идет, блядь, на верхушке, получается, получается,
Верх Башкортостана, короче. Грубо говоря, блядь, нахуй, можно сказать, блядь, Пермь, нахуй. Короче говоря, Пермь это однозначно Башкортостан Жирбалан, это мы точно теперь понимаем. Янаул, они бегали по этой дороге, нахуй, Сибирь постоянно туда-сюда, туда-сюда мотались, нахуй, как будто, блядь, я не знаю, блядь, сука, одна остановка только была, наверное, блядь, бегали только так, нахуй, Башкортостан. И в итоге, получается, исходя от этого, мы понимаем, что слово Пермь, вот сколько мы читаем, что-то я не слышал, что есть Пермь, блядь. Есть, наверное, какие-то вот эти ебаные какие-то слободы, вот эти слободушки, блядь, только есть, и все, больше ничего нету. В итоге, получается, Башкортостан жерләре Пермь точно однозначно ул безнең җирләр булган инде, блядь. Безнең җир. Аны бөтенесе түгел дип уйлыйм инде. Яртысы точно безнеке булган. А вот өсте, наверное, булган, блядь, или вот этих удмуртов, или комиков, вот этих комичков, блядь. Комийцы, вот эти, коми. Вот примерно так. Идем дальше. Третье. Вероятно, глава Килевской волости Еммет Джембет Бейкеев. То есть казанских татар. Вот видите, вот Казанской Килевской волости Еммет Джембет Бейкеев. Где это было? Хз. Где это было? Хз, короче. Идем дальше. Итак, а мы им, султанам и ханам без боев противно живы, никогда не поддадимся. А когда нас изрубят, без остаточно, а у нашего великого государя силы много, бессмертно, и вам, ворам, нас из земли своей никогда не отдаст. Из земли своей никогда не отдаст. Однако верность престолу даже у Кучум-Батыра и его партии не была безоговорочной и безусловной. В своем письме казанскому губернатору Апраксину они напоминали ему: «Да изволишь ты, Петр Матвеевич, к нам писать, что деды и отцы наши великие государям служили верно, и мы служили великому государю лучше дедов, дедов и отцов своих, и были под Азовом и в немецких землях. О том и вам известно, и те наши службы потеряли воры Метиты, Кудрявцев, да Александр Сергеев, да Сидор, да Лев Аристовы с товарищи с ложными известными великому государю». А далее он упрекал самого Апраксина за то, что он оставил названных лиц на их должностях и при этом добавил: «А нам слышно, что ты с ним, Никитою, и с Александром и Сидором пьешь и ешь одного блюда и советуешь вместе, а нам приказываешь быть безопасно. И мы, и мы потом опасаемся». Короче, сейчас, блядь, вот это.